Тем временем ситуация на рынке молока и молочных продуктов в Коми стабильная. Такое заявление сделал сегодня на Координационном совете министр сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Мальцев. Сегодня этот рынок высококонкурентный. Довольно большой процент продукции поступает извне. Впрочем, и наши производители демонстрируют пиковые значения. Елена Кононова предпочитает местный продукт. Коми после интенсивного строительства и реконструкции животноводческих комплексов активно наращивает поголовье скота. Как следствие, увеличивается и удои. Причем как на одну фуражную корову, так и в целом. По оценке экспертов Минсельхозпрода, Коми по итогам нынешнего года объем надоенного молока вырастет от 3 до 4%. Это дополнительно примерно 300 тонн. А потому вопрос переработки сегодня один из ключевых. Сегодняшняя тема становится очень актуальной в свете импортозамещения выпадающих из поставок в Республику Коми, в том числе и молочных продуктов. Мы готовы заместить эти молочные продукты не только извне, но вот и выясняется, увеличиваем объем собственного производства. Сегодня специалисты пытаются понять, удовлетворяет ли население ассортимент местной молочной продукции, чего не хватает на рынке Коми и что делать, чтобы исправить ситуацию. Впрочем, главный вопрос все же качество молока. Пока в России действует переходный период, но через год заработает новый, более жесткий техрегламент. Он коснется санитарно-гигиенических показателей. Введение системы качества – это очень огромная работа. И вот год, который нам дается законодательством, как переходный период до 31 декабря 2015 года, вот этот год будет очень тяжелый для всех. И для производителей сырого молока, и для производителей готовой продукции. Впрочем, в вопросах качества сырого молока в Коми все хорошо. Показатели сортности положительные. Молоко первого и высшего сорта в удельном объеме за последние 2 года резко выросло. Во многом благодаря модернизации производства, установке современного доильного оборудования и холодильных установок. Елена Кононова, Любовь Лапина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.